Варку хатында да, аман исхит орта валра. Дулыш хана в республик حكى مطلقتي أن أجي دولش هذا إز دي قدري تعداد أجي دولش هذا أجي دولش هذا إز درا سامي سترهم قدو تيش بدا سامي سترهم قدو درا ذا فا اسمه در يزدي بكايو سوسرقة بكايو سوسرقة سلطيقة أي فاميليا سوسرقة Бакаев Сутер был начальником консервзавода города Грозного, но его сняли с работы по мотивам, так как он говорил, национальным. Ну, там в основном доминировали казаки, вот, и ингуши, чеченские несколько стеснялись. И он написал письмо о нарушении ленинской национальной политики в члене Ингушетии, первым секретарем обком партии Апряткиным. И он так попросил, собирал как-то, почитай, согласен, подпиши, нет, не подписан. Сутр. Ну, а я дыркить. Как я дошел, то аду хозватер, я значит, секретарь бюро, партийного бюро города, то есть больницы, второй город больницы, города Грозного, и член горкома партии Грозного, четвертого партии. Кушто Ахмед Атьядер. Ну, а мы сидишки дядядер ворния. Шинок шувал стихи. Уж головой стоялся, говорю, нет, ну, шинок я стоялся, вот головой. Ну, ночи тут отиш белый, так хаян шутя. Это письмо обткаю, так, Москве докачивал, да, ты комиссиер. В комиссии еще амелди Савихр, она партийный работник, его Лила Футтен, именно. И все хорошо, я ищи, молодой был. И все так амелди читали, хватит, что духовный дисциплину и так далее. По молодости подмахнуть дать, а не. Тут амелди, ну, мукар, тащин, сказал, да, кадух меры принять, ты держим по партийной из ух дитер. А его халга жабра картой вар лидер. Вот ту эдер халга, фас что письмо, фуд хаш две партийные органы. А так кихедер едет две, более серьезные. Это как бы пробный камень. Как раз Цухана, политическая свобода была более войне. В 1972 году в начале в Владивостоке встреча была Форда с Брежневым. И тогда была некоторая свобода. Здорово, ага. Из Чактан тут, ага. Вадир. Дока чула ты будешь. Кетер. Я здесь, а тут бей ингушка. Я здесь кишем бей. Хиял будет. Багр. Док барт. Здесь. По всем родилам. Ехал уже октябрь, я здесь исправляю, здесь докрутим, что так, гади Ахмад Яр, то хад да так, массы кардер кордо, то давай, сати татух да так, октябрь, письмо уже сати, да, ну я здесь редактирую, здесь варе Костою Алиханяш, журналист, и он критик литературный, умный человек. Ну, тут ваш вар без танка стоит. Тут учат. Здесь тоже грамотный инженер, политик, очень грамотный человек. И нам это письмо печатали некая Хамадханова, вот, Хава Ягер, печатает здесь. Мы это письмо печатали на станке патологоанатомического отделения, второй горболите, где я работал. Второй горболите, где я работал. На патологоанатомическом машинке. И он заведующий патентным отделением, Ужахов Мачхой Ибрагимович, был братом Ужахова, который во время войны или пленен был, скорее всего, в этом, и жил в Англии в это время, живой жил в Англии. И он присылал посылки, письма присылал брату сюда, и приглашал его туда приехать. Все это было известно КГБ.
И они сошли, ага, связка, англичанин, брат, что к нему работают вместе, печатают у этого, что это организация серьезная, иностранной разведкой связанная. Его, это письмо, я с дядей, да, дивись, Гулдер Фельдшваде. О, Вадир, лостет на 13, хоть страница, я дер, лостер, дер, из худды от имени народов в окнах. От имени. А мы, как лидеры, вот этой интеллигенции, более содержательно, подробно письмо о судьбе индусского народа до 94 страницах. И я дальше, от имени народа Бардабаха, цигин Баткир, Хабрадер, шоут и ворстак, вот шухлиш даш. Хадул. Сюда же, брат, Ахгуд, я, от Торхудица. Had wij dacht is, hadden we dit, maar we waren weer voor dit, moesten. Nu hadden we zo'n jaar maar, dat doen we, het 72 год, ноябрь, примерно 12 ноября, dat doen we. Wacht weer, малу. Идрис Бадоркин, Владикавказ жил, Картоев Жабраев, Грозный, Газдил Ахмед Грозный, я Грозный и Измаилов Аль-Хамид Грозным, только султан Блиев Слуцовский жил. Ну, решили так, выезжаем, это было понедельник, выезжаем завтра вторник, это 14 числа, выезжаем вторник, и что часть поедут так, вы поедете втроем, они сказали, Султан Плиев, я и Измаил Аль-Хамид из Грозного поедем в Плиев, там мои билеты возьмут, сядет на поезд Баку-Москва. А этим в Беслане, там, или этот поезд, другой там тоже в Москву. Картоев, который поедет, Владикавказ, добрать Идриса, и Газдиев Ахмед. И что, десятор. Ну, и что, Ардан Шанат, там, Бертовит Ашкашта, но со свягом придираться, гаишник, шофер. Ну, там же дали им отпор политический. Тут Бертовит Хакашчи тоже были проблемы. Не хотели дать сесть на поезд. Но они это сели. И они, когда ехали в Москву, не доезжая в Москвы 10 часов, на станции Скуратова их сняли с поезда, всех троих, задержали на 10 часов задержали. Искали письмо. Ну, они не говорили откровенно, ну, там разговоры, что было видно, говорит. Туда Хамхваш, это дали телеграмму в Москву, и так далее, их отпустили. Доехали в Москву. Когда они доехали на Москву, сразу их разместили в гостинице «Минск». Всех в одной комнате. Теперь мы, наша бригада, вторая, я там в этот же вечер попросил Жабраила дать мне 1 день отсрочки. Дело в том, что в это время ко мне приехала из города Алмата Шишанова, 72-летняя женщина, рак матки, оперировать надо. И она не так хотела, тоже пожелала, ко мне приехала. Что вот так ко мне вот приехала женщина, но мне не возьму. Если вы мне дадите 1 день, я в среду прооперирую и тут же в этот день выеду. Хорошо. В это время встревает Измаил Аль-Хамид, он работает замдиректора коменданта Альгуна, он говорит, суна дида сады, бах, дио, отчет хамажер заирис. Мегат хапия. Туда Плиев Султан, суна дида сады. Там вог, да, то, цедица, дизу хамар. Мегат хапия. Йошала на Ирин, все оперативы, перснина, цех больницы, Ансун Хор, КГБ не дремлет, через главврача меня постараются задержать под любым предлогом. Шах операция, кохар, верта, телефон ходит, стебать. Если дита хамдер, тепа ищи ваши, таннер, вкуснянер, мейсиго, вот, тмуш, раковое заболевание. Халха дита дерты крепости, хашан. Юафтар я шу крепость
أوجه تدينا عيد حديل الشيء تعديل هذا مش تشيء تعديل لا حاجة على تيجي يوم ليه سلطان مش حاجة يو تلفون تيا إسمه هذه تبتعد لا تدور دوش فشيء تعديل هذا شوف بوتش باكن القشرة تدينا جم هنيرس تندي كمان تد خلنا وين هاي أكتر نجدي إليس تشوشي كان نت تروتر ما قدرنا ما نتشق بين خوشور هذا هو كل شيء قادر إليس ديك بابو حبين سلطان أنا وصل للزد أدير إيرجوي إيرجوي هات شيء تعديل ساعة شيء الشاس هناك تاج ميكرو يعني بريكلوتك دوخ برسبكتوم كيرو دودايو برسبكت بريكلوت تكش حد يلا تتك حوك عيد لا تستعد إذا بقى صديق غش شكله بنيت شو ورتحي وارجتين مشين تك خدوش خود تك خود خوش دقيقة إذا دخ سخ وهو بركشكير تشتري تروي أكتر خامداتر إسحاق إذا يوش تسيس خزاجي يرس وهو طبعا ما يندات مش فوت تشتود يا أخي أي وي شو ورثة شو دياني ناجد سيم تروي خالش دا شو ديان تاي دي شو ديان تاي أو بتيبي أترجيني استو خلقنا ستريس психотравма невроз это болезнь давление плачет أي كيف كأشياء تدوتش больно ير فت عليه در أتوقع در داري أستاسه политический карьер лахер я был членом горкого партии секретарь партбюро и я был уже запланирован дополненная карточка перевод в компартии инструктор работает год инструктор потом перевод в Минздрав либо заместитель либо министр через месяц квартира расширена в престижном доме, в центре кирпичном доме, трехкомнатный расширен. Через месяц. Ишь положение, стирали. Ну, ايش بس ديال خلي وهندك بس يوم باك هي ترتاح من ديالي ساعات حبي اشتري مو خدادي فت اسمه فريق دعدعقش فيدو ها ما بتروح تقول اسمه اصلا دعنا يا انت قاعد بلي مش على خوص ما يكون بيتا دي تو عايش كوالات تجديد تخصيص الجيرة يود حافظ خدمة فت اشتديون сидели чего на его султан, вот, приревновал его к своей жене Измайлову, а это была работа КГБ, очень тонко сработана, يرعى إسعارية داعية يرعى تبشير ну, как говорит, إيش دي همدرد إيش تكون خيرنا вот, إيش داعي письма мучать тут его Ахмад, бывший отечественной войны участник, начальник ему 10, ميكرو حاجة مشات اسمه أحمد لست أخير راسي بوز ده حد ولا حد باسمه حكى شتاخ сон غير серьезное дело, жизнеопасное и ответственное. Так سين نوغس إليتك بخلاص شو أهدي شو هناك داش متى تقول تتقش شو حدو تتحيج لك وشان نو يعني شو حد يحكر أدير هندوي بدي يدزوس غوردي صبر ديزي غوردي أردو شميته يور مشان خوجوش تندو هدي فتدي أو يقي تكاش تاجو توعي يا какой там Москву не надо отпразднуем мой день рождения не должны а завтра можно поедем посмотрим и тоже тикать уже хлеб покупали минводу покупали имитировали подготовку. Дать Бирзи мы через, знаком ты городу Грозный, через Заводской район, Ермоловка, через Ермоловку, Самашки, Самашки, это самое, Черноводск, Слепцовск, нет, старые, а это новые трассы, а это старые. И вот мы ночью ехали. Ночью, если сзади машина идет, а уже свет едет, мы это нашу машину ждали, пока сзади проедет. Но сзади нас, чтобы не было, нет. Конспиратор. Да, это, ну, Всевышний подсказывал. А я-то вообще-то врожденный воришка. Ну так, ах, где он,
Приехал я в Цептовск, не доезжая дома в Плиево, 2-3 квартала, я этого отпустил, поблагодарил. Опять-таки говорю, хвост, бывает, я шел, пешком прошел, незаметно вошел, меня уже ждали. Через 10 минут мы прямо сели письмо, поезд, и мы Баку-Москва тронулись. И вот когда мы приехали, притом, когда мы ехали, письмо мы торжили. Если в туалет идет султан, я сижу с письмом. Если я, он, никаких выходов из вагона, никаких выходов, ни из вагона, ни туда, ни сюда. Туалет и это. Приезжаем в Москву, нас встречает Газдиев Ахмед в Москве. И он нам рассказал свои муки. Ну и говорит, поехали, мы говорит, договорились, что пустят вас тоже местом в Минск. Но они договорились, потому что те хотели. Приезжаем, нас быстро устроили на одном этаже, в одной большой комнате всех пятерых, всех 5 было. В одной, и колба, Лимон. Теперь это было на 7 этаже, всех 7 этажа убрали, освободили смежные комнаты, ни одной. Там сидели 2 КГБшника на 7 этаже, а на 1 этаже сидели 4-5 целая бригада КГБшников. Это мы разведали. Ну, туда Идрис говорит, Ахмед, говорит, давай так сделаем, хохмочку. Мы, говорит, сейчас спустимся. Ты пойдешь направо, я налево. За тобой пойдет, как ты, и он. А потом мы обойдем здание этого, и снова встретимся здесь. И потом докажем, что... Старая школа. Да. И потом, когда мы опять, я не хотел пройти мимо, я говорю, товарищ, спокойно будьте, не беспокойтесь, мы не уйдем. Они освободили все комнаты и прослушивали все, что мы делали. А что мы делали? Ну, Жабраев первый понял, как разведчик, что пахнет. Он переселился с 7 на 5 этаж сам. Ушел оттуда. И в своей султанной Плиеву мы решили отредактировать подписи. Было 300 подписей. Адер, Духабр, давай посмотрим. И мы сидели, редактировали, оставили 100 подписей, 200 вычеркнули. Об этом они знали. 100 подписей, и так. Да, кстати, когда мы с письмом до этого пришли, прежде пройти отдел жалоб ЦК КПСС, мы с Султаном решили купить папку солидную, чтобы письмо положить. Она там была так кругом, без папки. Пойдем универмаги, универсальный, напротив, МГУ, универмаг пошел, купили... ЦУМ. Да. ЦУМ я. Да, ЦУМ. Нет, ЦУМ другой, это другой, ЦУМ московский, а другой, это Кремль, через дорогу, елка. Ах, не, он старый. Купили мы это. Его, а я всегда слежу, у меня врачебный глаз, и смотрю, идет одна такая невзрачная, пожилая женщина, сумочка как. А я ее видел где-то в вагоне. Ну, тогда я не обратил на особо, ну, заметил, на всякий случай, думаю, заметил. И та же женщина, такой, с этой сумочкой, идет. Потихоньку я остановился, она идет, видел такой. Я остановился, я говорю, ах ты стерва, я говорю, ты что, до сих пор до нами ходишь все, да? А я, есть такой, черт ты повернулся и ушла. Ну, ладно, проходим, такая отдел писем, заходим, и представляют, вот мы из Ингушетии принесли письмо. И в это время из-за другого угла выходит полковник. Вот. Где письмо сразу? Отдаем. От чего имени сдаете письмо? Ну, я говорю, от имени народа. Нет, от имени народа мы не принимаем абстрактно. Конкретно кто? Автор. Ну, я жду, Султан старше меня намного. Ну, он скажет, я Вахков. Молчит Султан. Ну, я сразу сообразил. У него сын Руслан, потом он был председателем Верховного Совета тогда, парламента.
Султан Плиев, Руслан Плиев. Руслан. У нас был. У нас. Да, да. Он парламент. и Алик Яштах, он потом мэром был Септемская. Алик и дочь врач, замужем там. Я сразу понял, Султан боится за детей. Молчит. Так, а Султан согрядет, и вот от моего имени приняли письмо. Ну, теперь они держат со мной связь. И вот через день-два там ждали, звонят и говорят, вам назначена встреча, работает такая комиссия ЦК КПСС 2 декабря. А это было, значит, 2 декабря, 8 дней, а это 24 ноября. 24 ноября нам говорят, 2 декабря, через 8 дней назначают специально, чтобы я взял опыт без содержания на 6 дней, и Ахмед Магиш Газиев больничный лист. Как раз до этого кончается срок. Специально, чтобы мы вынуждены были. Ну, Ахмед, к сожалению, он был замминистра труда, Туган не очень это самое, решил выехать. Опять провели больничный лист, он не мог попасть. Ну, а я решил, что потерявший голову по волкам не плачет. Подумаешь о своих. И вот Хуан 1 декабря вечером, Хуан 2 в комнату мы собрались, и я тогда предложил. Я говорю, это как врач, я хочу кое-какие предложения делать. Нас здесь, конечно, не ждут и ненавидят. Но чтобы как-то к нам чуть мягче было, чтобы они знали, может быть, что мы не враги. Мы должны сейчас отрегулировать наши выступления, как очередность, так, он писатель, советник хороший, он своей красивой речью как-то расположит к нам и подарит свою книгу, это будет нам чуть-чуть лучше смягчить. Второй желательно, говорит, Картофель Жабрал, он владеет материалом. Ну, а третий Султан, я говорю, говорит, а я на подхвате буду, так, никаких. Но только одно эра, Султан эра, вот у тебя одна слабость, я давно заметил, ты когда начинаешь выступать, ты постепенно с общенациональной темы переходишь на свой Сужинский район, отклоняешься от главной линии и начинаешь про свои проблемы Сужинского района. А нам надо всю республику. А с Хамады Волос, а Мишка, ты где, вообще, их я ага, Ах, Султан, видел, я разбоков, я опять, мы как-то, ах, я шарпал. Ну, долго канал, как те нас начали обвинять. 1,5 часа шла беседа, старики мои устали, психически, эмоционально устали. Уже я вижу, вау, Маляна легко они парируют, уже тупик, к концу уже, я хотел уже завершить. Все, ничего вам не будет и так далее. Султан, когда я говорю, начал, как я говорю, отклоняться и пошел сюда, я его мешаю. Никаких разговоров. Ну, короче, закончил он там. Тогда я решил дать власть в руки советской власти. Я говорю, скажите, пожалуйста, нас помиловали или реабилитировали? Представьте, он, как? Я говорю, как? Мы помилованы или реабилитированы? Он постановление, видите, было опубликовано. Знаете или читайте, как там написано. Ну, я говорю, там написано, нас реабилитировали. Но секретарь партбюро обкома КПСС Боков Хаджибекар Хакеш, Хакеш нам говорит, что мы помилованы, а не реабилитированы. Он это взял у Соломенцева, который приезжал к нам, представитель министра, который там в Грозном говорил, что мы помилованы, а не реабилитированы. Соломенцев, кто из вас прав? Когда присутствуете, так и считайте, так. Отвязался. Не хочет отвечать. Никто реабилитирование не произносит. Тогда я говорю, скажите, пожалуйста, мы граждане Советского Союза, ингуши, да или нет? Он говорит, как? Конечно, граждане, да. Скажите, если я граждане Советского Союза, ответьте мне следующий вопрос. Почему ингуши, живущие в Базоркине, сейчас Чермен, ингуши, перечислил. Хамхоев Халид, 72 года, построил дом
12 там, лет назад в Чермении. Прописан на Израиле, пенсию получает на Израиле. Алдай Магомед живет там столько лет, прописан на Израиле, дом в Чермении, пенсию получает на Израиле. И еще там перечислять начал, и он тогда этот, а там среди них был председатель Верховного Совета, не Верховного, юрист из Верховного Совета СССР, юрист. Он к нему порой, я же говорю этому Кабалою, не делай проблемы с пропиской, запишите это. И вот тогда мы, когда закончили, они, вот, и уходим, он говорит, что вопрос этот решен, никогда пересматривать-то не будет. Я говорю, представь. А я говорю, вот точно так, даже чуть-чуть, правда, хуже, говорил Берия, в день нашей выписки, высылки. И он брал комок земли и выбросил, сказал, соберете, не соберете, вот так ингуши больше сюда не вернутся. Это слова Берии. Но вернулись, был 20-й съезд, пересмотрели. И это пересмотр тогда. Так. Ну, он это запомнил. Мы пошли. Короче, тут вот одяка, 4 вечера. Сразу народ спрашивает, фон, какой результат. И все Жабраилу идут. У него день и ночь стоит. Это люди спрашивают, фудышбады, и что. И вот в это время, кстати, после этого, по ходу я скажу, чем помогли вот эти вопросы. Во-первых, сразу после этого прописали 150 тысяч ингушей в городе Владикавказе, пригородном районе. 2 депутата Верховного Совета Республики ингуши, 4 горсовета депутаты ингуши, районной газете 1 страница на ингушском языке. Районной газете. Это вот. И на работу кое-которые еще взяли. В Грозном же было беспокоить ингушского народа. К Жабраилу шли, спрашивали, фонд, полный провал и так далее. Обвиняли, естественно, печати, газете, радио, телевидение, нас, вот, этих 5 Измаила, да, обвиняли в национализме, антисоветчики, что мы незаконно собирали подписи, антисоветчики, я, что, Хамардар. В очередное посещение Жабраилу, среди них был Габриил Магомед, и пенсионер, и другие, Цуган Батыр, ну там он позже, Жабраил сам рассказывал потом. Жабраил выразил присутствующим, что такое сожаление, что нас обвиняют незаслуженно, и мы не имеем средств ответить. Телевизор у них, а у нас... И вот если бы мы могли бы, народ мог бы собраться и сказать, что это проблема народная, народ выступает, а не они, 5 человек, ваши говорили, Бигдарян. Ну, это в какой-то степени был какой-то риск, конечно, неосторожность, собрать наш митинг. Этот Магомед говорит, Нахмат Гулбе. И он в воскресенье, это было даже в воскресенье 14 января 1973 года, 14 на 73, воскресенье, утром в 10 часов, встал на бричку, Ванах, Ладуглыш, Хадо, Шинерстина, 10 это Шинерстина, вторник, 10 часов, значит, шарот, перед обкомом партии, память к Ленину, ечи, ты голову, ты хакайк, давай, прыгай на район, надо, волхя. Мыча. Он. Мальсаговский. Тут люди подумали, что это приехал из комиссии. Уточнить, Мальсаговский рынок. На рынке он встал Где на выступал? бричку. Где он выступил? Он выступал, Хабриев Магомед выступал на базаре. Где Мальсаговский базар сейчас. Там было это, Яртин. Вот там. Ну, люди поняли, что комиссия приехала, что-то их хлынулись туда. Но дело в том, что КГБ об этом знало. И вот мы знали, что они принимали меры, но меры были тоже не совсем такие радикальные, усиленные. Вариант пропуска составить митинга допускался ими. Потом мы узнали, чтобы специально потом разогнать незаконный митинг, несанкционированный, и наказать руководителей.
Но, опять-таки, чтобы немного было. А кто? Поэтому ограничения были. Транспорт прекратили, поезда не ходили. Ну, люди имели другие возможности. Кто пешком, кто там окольные села, там Ермолов, дальше уже. В 10 часам утра, 16 января 1973 года, на площади Ленина 20 тысяч собралось людей. Его мы узнали, Сун Хэр, где-то что-то в больнице, там сказала одна. И сразу забрал картошку, гулдал, так. Так, Федор, забрал Хадвей, митинг, так, закон, там дивиты, Федор. Ну, во-первых, надо организовать трибуну, у памятника Ленина, трибуну. И поставить портреты членов Политбюро, выставить. Что для высказывания должно быть патриотическом просоветском духе, никаких там резких. За этим будет следить, сказали, я буду и моя племянница Дидиева Раиса, чтобы коррегировать высказывание. Без танка стою, будет руководить дружина, которая будет охранять. Провокаторы обязательно будут, и были. Они выпустили заключенного из Черноречья, немножко подпоили и пустили, а мы потом это узнали, их кушком выдворили. Вот, будут такие, значит, оформляем трибуны, и тогда Чахкиев Башир следить должен был. Роли распределили мы, и вот мы руководили. И вот так 94 часа ораторы были на трибуне без перерыва. 94 часа. А на третьи сутки к вечеру уже они пригласили обком Картова Жабраева и попросили, помоги распустить. Он пришел, на трибуну вышел, Москве, холодно, от две проблемы. Суг, что дадахает, and обкому, деграду, давуала. Давуала. Ах, тани калор, катер. А я хз детарях того. А я хз, يفتح سوشي حدود أسخيك عبوال باتخو أدين دبوغ يدخل دبوغ تو تو يستيقظ أبكم ينتر أبكم يندرم طلاق الدين تاشعير دو قابر دمغراس طيب تيبا مالورت دواق هو يرى تخوت تيشا بوغ بشهر. Осталось примерно 4 человек, до 12 часов, 12 часов.